Эфир продолжим новостями к этому часу и коротко о главных темах выпуска. Значимые для развития региона вопросы глава Якутии обсудил с зампредом правительства России в Москве. Онкоскрининг теперь доступен жителям Мегино-Кангаласского района. Профильный кабинет открыли на базе ЦРБ. Фермерскому хозяйству Габышевых в Алекминском районе исполнилось 20 лет. Предприятие посетила наш корреспондент. Конструкция моста через реку Лену в Якутии прошла первые натурные испытания. Туда вошло изучение движения льда. Исследования провели в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба группы ВИС. Испытания состоялись на площадке главной экспериментальной базы Государственного гидрологического института. Цитата. «По итогам эксперимента никаких недостатков конструкции моста не выявлено. Готовится следующий этап исследований», говорится в сообщении. Глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей поездки встретился с зампредом правительства России Маратом Хуснуллиным. В ходе встречи стороны обсудили вопрос увеличения объемов жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье», капремонт в многоквартирных домах и теплоснабжения. Рассмотрели также ход реализации регионального проекта «Дорожная сеть», нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», синхронизацию развития восточного полигона железнодорожных путей и угольных предприятий Южной Якутии. Также глава региона принял участие в программе на телеканале «Россия-24». Там он рассказал о грядущем фестивале «Мусустар». Айсен Николаев сказал, что власти региона ожидают участия примерно 4000 человек. Онлайн зарегистрировались 12 тысяч участников. На фестивале пройдут презентация арт-кластера и проектов якутских кинематографистов, соревнования по киберспорту. Безусловно, фестиваль «Мусустар», который переводится «Ледоход», он у нас проходит, наверное, одним из первых в стране в такое вот постковидное время. И, конечно же, мы возлагаем на него большие надежды. В Якутии очень активно развиваются последние годы креативные индустрии. Якутия уже известна своими успехами в IT, в кино, в спорте. И, конечно же, огромная доля в этих успехах у нашей молодежи. Безусловно, для того, чтобы поддержать вот нашу творческую молодежь, правительство Республики Саха-Якутия совместно с корпорацией «Синергия» в прошлом году еще заключили соглашение, в рамках которых вот 27 марта у нас будет кульминация фестиваля. Фестиваль уже идет. Идут онлайн-конкурсы по самым разным трекам, 10 треков, начиная от 3D-моделирования, заканчивая соревнованиями по киберспорту. И, безусловно, интерес очень большой. Люди соскучились по праздникам, люди соскучились по фестивалям, по общению, в конце концов. И, конечно, мы проводим все мероприятия в любом случае с соблюдением всех ограничительных мер. У нас эпицентр мероприятия – это наш крупнейший спортивный комплекс «Триумф». Там будет до 75% общих посадочных мест. Да, загрузка, да. В рамках фестиваля сегодня стартовал конкурс мультипликаторов и аниматоров Creation. В течение 4 дней участники будут разрабатывать иллюстрации к якутскому эпосу «Олонхо» с использованием библиотеки данных научно-исследовательского института СВФУ. А также состоятся мастер-классы от моушн-дизайнера из Новой Зеландии Александра Охлопкова, лекции от экспертов научно-исследовательского института «Олонхо» и Майтона. 27 марта будут определены финалисты. В течение 4 дней ребята пройдут разные курсы, будут мастер-классы и параллельно пройдет очень хороший конкурс на рисование персонажа именно от эпоса «Олонхо». И то, что вот руководство Союзмультфильма приезжает и нам пообещали, что самые хорошие персонажи, самые хорошие проекты, идеи, они будут дальше продвигать, чтобы это превратиться там на очень хороший мультфильм. Самая масштабная всероссийская акция по проверке знаний в сфере интернет-технологий. Цифровой диктант пройдет с 9 по 24 апреля в онлайн-формате на сайте цифровойдиктант.рф. Участвовать могут и дети, и взрослые. Формат тестирования будет отличаться в зависимости от возраста. Детей от 7 до 13 лет ждет большая интерактивная часть. Отдельный вариант диктанта предусмотрен для граждан старше 60 лет. Начать подготовку можно уже сегодня на сайте конкурса в разделе «Хочу все знать». Оставить заявку на участие также можно на сайте.
Цифровой диктант проводится в третий раз. В прошлом году он собрал более 330 тысяч участников по всей России. Появляются новые технологии, появляются новые сервисы, появляются в том числе новые ухищрения со стороны мошенников. И именно в диктанте мы в том числе проверим у аудитории эти знания. Плюс 2020 год, конечно, перевел нас очень сильно всех в онлайн. А переход в онлайн, полностью в онлайн, позволил ли повысить навыки с точки зрения использования цифровых технологий, либо нет? Вот как раз-таки диктант для этого и нужен, чтобы измерять, а через измерение, через тестирование обучать людей грамотно пользоваться технологиями. Онкоскрининг теперь доступен жителям Мегино-Кангаласского района. Профильный кабинет открыли на базе ЦРБ. С регламентом посещения ознакомилась Зоя Герасимова. В целях активного и раннего выявления злокачественных новообразований в Маинской взрослой поликлинике открыли кабинет онкоскрининга. Главной целью работы кабинета – повышение доступности онкологической помощи путем активного и раннего выявления злокачественных новообразований. Онкоскрининг состоит из анкетирования пациентов, то есть производится с целью отбора пациентов на дополнительное обследование по выявлению онкологической патологии. Лабораторные инструментальные исследования, взятие крови на онкомаркеры, сдают кал на скрытую кровь, отправляем на КТ, маммографию, направляют на магнитно-резонансную томографию, ФГДС. И дальше вот по итогам лабораторно-инструментальных исследований они направляются к врачу-онкологу или к другим специалистам. В Мегино-Кангаласском улусе показатель онкозаболеваемости стоит на первом месте. В связи с ростом заболеваемости в этом году по всей республике открылись кабинеты онкоскрининга. И если, допустим, у них есть наследственная предрасположенность, мать, отец, бабушка, дедушка, или сестры, брат тоже, вот если выявили какую-нибудь онкологию, он может сдать, прийти анализы на онкомаркеры и пройти дальнейшие обследования. Прием производится в районной поликлинике во втором этаже в 54-м кабинете. Приглашают на первичный прием всех желающих от 18 лет в будние дни по записи через регистратуру. Зоя Герасимова, Мегино-Кангаласский улус. Около 20 лет работает крестьянское хозяйство Максима Габышева из села Улахан-Мунку в Алекминском районе. Кроме разведения живности, наладили переработку. Елена Фас наведалась к фермерам. Хозяйство у Максима Викторовича Габышева большое, дойное стадо и, конечно, кони. Только кобыл 40 голов, а также молодняк. Вот и выходит порядка 70 голов в целом. Перезимовали хорошо, благо о сене позаботились, 60 тонн заготовили. Крестьянское хозяйство в одного не осилить, поэтому семья вся задействована. Главный помощник – сын. Работы хватает, особенно весной. Надо смотреть постоянно, чтобы они не похудели. И чтобы выкидышев этих разных не было. Постоянно смотреть надо, тогда они нормально будут. Жить на селе и не держать живность сложно, уверен Алексей. Это и еда, и доход. Сегодня молодые чаще стараются уехать в город, а жаль. Если работать, стараться, отдача будет. Сейчас мало кто занимается, молодые ребята. В основном возрасте. В основном возрасте кто занимается сейчас. Что отталкивает, как вы считаете? Ну, что отталкивает от этого? Ну, как можно сказать точнее. Ну, работать надо просто. Хорошо работать надо. Усиленно с утра до вечера. То есть вот вообще вот какое расписание человека, который имеет вот столько поголовья? Ну, расписания никакой такой нету. Просто надо с утра встать и свои табуны знать, где они находятся, искать, смотреть, в каком состоянии они. И вот время проходит до вечера все равно. В хозяйстве Габышева сегодня уже есть переработка. Первые в Алекминском районе начали свое производство. Не без сложностей, но уже твердо стоят на ногах. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этой минуте у нас все. Носите маски, мойте руки и не забывайте про социальную дистанцию. До встречи в эфире.